Мераб Микаришвили ставит новый забор перед своим новым, пока еще недостроенным домом. Старый дом был поврежден во время российско-грузинской войны 2008 года. Его развалины до сих пор стоят здесь же, в саду. Мераб решил не восстанавливать старый дом, потому что он находится прямо у забора из колючей проволоки, за которой начинается самопровозглашенная республика Южная Осетия. Теперь Мерабу говорят, что этот забор будут переносить. Невозможно там жить, потому что русские могут прийти в любой момент, хоть завтра, и дом останется на другой стороне. Нет смысла там оставаться. Я, конечно же, мог отремонтировать старый дом, а не строить новый, но они планируют передвинуть границу. На табличке написано, что граница самопровозглашенной республики Южная Осетия проходит в 50 метрах отсюда, прямо посреди сада Мераба. Он построил новый дом на безопасном удалении от границы, которую он обозначил, повесив на заборе ржавую банку. В других местах забор перенесли. 83-летний Датаванишвили оказался не таким расторопным и остался по ту сторону колючей проволоки. Он зависит от друзей, которые приносят ему пенсию и продукты, а также рассказывают новости. Когда кто-нибудь подходит к забору, я даю ему деньги, чтобы он сходил в магазин и купил мне хлеба. По-другому невозможно. Мне здесь ничего не продают, потому что у меня пенсия в лари, у меня нет русских денег, а за лари мне ничего не продают. Миссия Европейского Союза осуществляет наблюдение за так называемой административной границей, начиная с 2008 года. Независимость самопровозглашенной Южной Осетии признали только Россия, Никарагуа, Венесуэла и островное государство Науру в Тихом океане. По мнению европейских наблюдателей, Россия активно способствует тому, чтобы административная граница превратилась в государственную. Для этого ее надо обозначить по всей длине и расчистить прилегающую территорию. Наблюдатели называют этот процесс демаркацией. Вот один из ее примеров. Борозда, сделанная 2 месяца назад, разделяет сад пополам. Владелец этого сада до недавнего времени имел к нему полный доступ, однако теперь часть сада ему недоступна. Это типичное следствие демаркации, которую Европейский Союз называет незаконной. Такого быть не должно, потому что нарушаются права человека на свободу передвижения и доступа к собственной земле. Пастухи в деревне Кербали первыми почувствовали это. Их регулярно задерживают из-за того, что они вслед за стадом пересекают административную границу. Эрастакадзе говорит, что 9 апреля его задержали российские солдаты и продержали 5 дней. Меня схватили, надели наручники и заставили пройти через лес. Потом мы вышли на дорогу. Они построили там новую дорогу. Нас ждала машина, которая отвезла меня на российскую базу. Грузинским военным на блокпостах остается только наблюдать за ходом демаркации. Россия заявляет, что самопровозглашенная республика Южная Осетия всего лишь размечает свою территорию, опираясь на границы еще с тех времен, когда она была автономной областью в составе СССР. Однако многие грузины воспринимают это как ползучую российскую аннексию, которую они не в силах предотвратить.